Как вы сделаете? Так? Да. Так вот. Добрый день. Зима, самое время прийти на фабрику мороженого. Мы в городе Жуковский на фабрике мороженого Nestlé. Как делают это мороженое, нам расскажет технолог Сергей Давыдов. Здравствуйте. Производственный цех у нас делится на две части. Слева от меня находится помещение оборудования, предназначенное для производства полуфабрикатов. Всего мы производим 3 вида полуфабрикатов. Это, собственно, смеси для производства мороженого, шоколадные глазури и соуса варенья. Справа от меня находится цех, где непосредственно делается мороженое и уже упакованное отсылается на холодные склады для хранения. Предлагаю начать с самого начала и пройти на наш небольшой склад. Какие материалы? Мы все с вами пробовали мороженое, многие из нас его любят. Можем назвать основные материалы, которые входят у нас в рецептуру. Это, конечно, молоко, сахар. Также материалами являются соки, ягоды, пюре, какао, различные ароматизаторы и красители. Вот это основные материалы, которые входят у нас в рецептуру. Мы планировали, что будем использовать жидкое молоко. Закуплены были оборудование для этого и так далее. Главная проблема заключалась в том, что производители жидкого молока у нас в России лечат коровок и делают им уколы пенициллина. Пенициллин – это антибиотик, который является аллергеном и не может входить в рецептуру молока. Поэтому мы отказались от идеи использования жидкого молока и начали использовать сухое молоко. И специальные люди, оператор склада, грузчик, начинают сборку по рецепту всех сухих компонентов, которые входят в рецептуру. Когда это все собрано, мы с вами уже приступаем к первому этапу приготовления смеси. Первый этап приготовления смеси для мороженого называется смешивание. Смешиваются эти сухие компоненты с водой. Городская вода у нас проходит подготовку. Подготовленная вода нагревается до температуры 60 градусов. Это оптимальная температура, при которой наши сухие компоненты, то есть молоко, сахар, какао, растворяются быстро. У нас сейчас работает только одна линия, которая потребляет шоколад. Ну, потому что зима? Да. Вот. Это у нас емкость, которая имеет двойную рубашечку, там горячая вода и растопочная решетка. Концентрат и компоненты шоколадной глазури кладутся на решетку. Решетка имеет температуру порядка 45 градусов. Все это тает, медленно тает. Дальше падает в емкость, там работает мешалка, все это перемешивается. И насосом подается на производственную линию по трубам. Что не использовалось, возвращается обратно и выливается обратно в там. Обязательный пункт приготовления глазури, чтобы вместе с глазурью не попали никакие посторонние предметы. Для этого специально установлены фильтра с маленькими отверстиями, меньше 2 мм, которые препятствуют попаданию всех посторонних предметов в нашу готовую продукцию. То есть глазурь может быть такая, она может быть белая, она может быть молочная, может быть карамельная. Давайте вот так встанем. Вот наше сердце фабрики, оборудование для производства смеси. Вот большая емкость в углу, за ней еще такая, то есть они по объему имеют 11 тонн. Вот именно туда добавляется наша приготовленная вода, там она нагревается до 60 градусов и начинает по трубам циркулировать. В соседнем помещении стоит миксер, куда эта вода заходит и туда засыпаются сухие компоненты. Кроме сухих компонентов у нас есть жидкие компоненты, это растопленный жир и глюкоза. Глюкоза бывает сухой, бывает жидкой. Мы используем больше жидкую глюкозу. И там все это перемешивается. Перемешивается это при 60 градусах. Второй этап называется гомогенизация. То есть, если мы говорим на бытовом уровне, то есть, если мы с вами возьмем
стакан с теплой водой, добавим туда ложечку сливочного масла и попытаемся это перемешать. У нас это не получится, потому что плотность воды и плотность масла, оно разное, масло у нас всплывет наверх. Чтобы вот это невозможно сделать возможным, да, существует такое оборудование, называется гомогенизатор. Смесь с жиром, не размешанным, под большим давлением, которое достигается с помощью поршней вот в этой головке, пропускается через маленькое отверстие. Давление очень-очень высокое, то есть оно доходит до 180 атмосфер. Кусочки жира или глобулы, они расщепляются и равномерно распределяются в смеси. Тем самым мы вот сделали вот это вот, размешали этот жир. То есть для растопки жира, который мы покупаем в таких брикетах, то есть они кладутся на решетки, он растапливается, также размешивается, и автоматически через пульты управления задается нужное количество рецептурное, и он добавляется уже в горячую воду. Такой же температуры, 60 градусов. Да. Пастеризация смеси, то есть третий этап. Вот это оборудование называется пластичным теплообменником. Смесь нагревается до 85 градусов, и она выдерживается 30 секунд. При этой температуре, при этом времени умирают все болезнетворные микроорганизмы. То есть мы с вами этим процессом обезопасили желудки наших потребителей от всяких нежелательных моментов. На данный момент приготовления смеси нет. Вот почему. Вот поэтому с вами здесь без наушников и такие вот. Следующим этапом является охлаждение смеси и подготовка ее к созреванию. Смесь охлаждается с плюс 85 градусов до плюс 4 градусов. Делается это также в секциях этого пластичного теплообменника. То есть, если мы говорим про пломбир после 4 градусов, то он по консистенции чуть-чуть пожиже, чем жидкая сметана. Если это лед, то он похож на густую воду. Когда смесь мы охладили, мы с вами перекачиваем ее на специальное помещение, где смесь созревает. Сейчас немножко расскажу потом. То есть 30 танков – это порядка 200 тонн смеси. Это один зал созревания, и у нас еще есть один новый зал созревания, там более 100 тонн. Процесс созревания должен идти не менее 4 часов. Не буду там глубоко в химию вдаваться, то есть смесь становится однородной. Физические процессы, происходит частичная кристаллизация нашего жира, который мы здесь гомогенизировали, распределили. То есть процесс созревания нам позволяет получить однородную смесь, пригодную к производству из нее мороженого. Правильно созревшая смесь, мороженое, из нее тает медленно. То есть если мы говорим с вами про смешивание материалов в смеси, это 60 градусов, гомогенизация – это 75 градусов, пастеризация – это 85 градусов, охлаждение и созревание – это уже плюс 4 градуса. Да, турбомиксер называется, где-то это емкость порядка 2 тонн. Она полностью не собирается, сюда подается насосом вода. И стоит мешалка, которая вращается с очень большими оборотами. Сверху идет загрузка сухих компонентов, то есть она быстро перемешивает и насосом сразу обратно перекачивает в этот смесительный танк. Потом круг идет на гомогенизатор, потом круг идет на пластичный теплообменник. Мы переходим уже во вторую половину нашего производственного цеха, где делается уже из смеси мороженое. Собственно, смотрите, да, сначала молоко, сначала мыло, потом вода, потом вытираем, и вот это дезинфектант.
Довольно сложная технология. Для чего такие сложности? Чтобы рынок сбивать, что ли? Конечно. Это же не просто мороженое. Мороженое с крошкой, половина в печенье, а половина еще и в глазури. Так, мороженое из Жуковского. Стоп. Пока.